закрыты одеялами, холод, и медсестры стоят и закрывают. Но это уже я рассказывали, мне уже рассказывали. Они нашли мне телогрейку у солдат, и потом я лежала в этом лазарете, и меня выписали как безнадежную. А расселили нас в деревнях. Деревня, мы лично наш участок лагеря, там же многие других деревнях, мы были в Тупичино. И в Тупичино люди встали стеной, чтобы нас не пускать в деревню. Они знали, что все зараженные с этого лагеря. Но был приказ Красной Армии командиров, председателя колхоза расселить в Тупичино. И вот мы расселились. Токошкольский район. Расселялись без меня. Я была в лазарете, а потом, значит, все равно дедушку с бабушкой, дедушку вы убили, маму с бабушкой, маму с бабушкой поселили в кладовке, в дом не пустили, там какая-то была придомик типа кладовки, типа какой-то такой. Вот. А меня, когда выписали, бабушка с мамой уже были расселены в этом доме, а меня хозяин вообще не пустил, даже в кладовку, а постелил этих доски над овцами и положили без сознания на эти доски. И там в деревне дали маме кусок ткани, что я уже была безнадежная. А хозяина дочка через лесочек недалеко заболела, и дети, и она. Деревня заболела тоже, половина перезаболели. Они не пускали нас, и правильно, потому что мы их всех заразили. Вот. И дочка заразилась с детьми. И оставила дом, а санэпидстанции не было, чтобы продезинфицировать. И кричит корова, кричат свиньи. Никто не кормит, хозяин не идет, все боятся дойти. Коль дочка заболела, как ты туда пойдешь? Вот. Она в больнице с детьми. И моя бабушка подходит к хозяину и говорит: хозяин, мне уже все равно умирать. Ну пусти меня. Я деревенский человек, я не могу слышать рев коровы. Ее же надо доить. Вы посмотрите, она орет на всю деревню. Он говорит: дай мне ключи. Я тебе дам ключи, но вот ты сюда не появлялась. Хорошо, я сюда не пойду, только пусти мне корову подаю. Она пошла, я вообще говорю, что а как ты выжила? Ну, я накипятила кипятку, и себе в коридорчике, там, кладовке где-то место определила, все пошпарила, так прожила и выжила. И выжила. И, в общем, но потом она что, корову доила, и ночью, когда все спят, пробиралась ко мне, где я лежала. Но это все было, только меня выписали, только она ушла, как бы еще сутки и все время. Вот, а я еще была жива, хотя без сознания. И она мне приносила сливки, там, молочко, и открывала рот и вливала. И вдруг я открыла глаза. Ой, стою перед вами. Судьба жить. Мы долго рассуждали, я звонила потом Тамаре Ефимовне, и рассуждали. Вот все были разоренные, а откуда ж корова тут вот появилась здесь? Откуда, помните, мы с вами рассуждали, откуда ж корова была? И так подумали, может быть, в лесу прятали, потому что все же были, Костюкольский район с той стороны с освобождения шло, и вдруг, наверное, Так ведь не все в деревне убрали коров. Прятали, в лесах же прятали. Наши деревни, я же вам по телефону даже чуть-чуть это сказала, наши деревни, откуда нас выгнали, люди оставались там, они оставили тех, которые им готовили, которые ухаживали за ними, которые лошади кормили, там же Бруня. Рабочую силу. Бруня такой ездил на лошади, чистили, готовили. Они же оставили часть людей. И, кстати, в нашей деревне коров никто не угонял. Они остались. Поэтому и там. Вот Тупичино в самой деревне были коровы. Не только через лесок у дочери. Дочери даже как бы другая деревня, но как-то так разделяла. Или это Тупичино тоже не знаю. Вот. А в самой деревне были тоже коровы. Значит, там, или вообще там немцы не были. Может, они прошли где-то мимо. Я не могу этого сказать. Или они просто не выгоняли коров.